И я хочу высказать слова поддержки всем, кто через это прошел. Пожалуйста, держитесь, помните, что до вас тоже многие в Беларуси это прошли. Еще после вас, к сожалению, кому-то придется пройти, не пускай вас не угасает как бы дух этой вот непокорности. И помните, что каждый, кто это сделал, он за свое ответит. С Миколой я знаком около 10 лет, и он был одним из первых анархистов не из моего города, с которым я познакомился. И все эти годы он посвящал себя анархической деятельности. Несмотря на 5-летний срок, который он отсидел по делу 2010 года, несмотря на все репрессии, с которыми он сталкивался после этого, это десятки задержаний, огромное количество штрафов, он все равно продолжал нести знамя анархизма. Он стал одним из первых постсоветских анархоблогеров. Одним из первых он понял необходимость вот этой всей медиа-работы, что позволило ему выйти на более широкую аудиторию и, конечно же, привлекло куда больше внимания со стороны репрессивных органов. Властям не нужен никакой повод ни для разгонов, ни для насилия, ни для пыток. Тюремщики, сотрудники администрации, когда они видят, что за человеком идет там громадные акции солидарности, какие-то поддержка, им там письма приходят пачками, это очень сильно меняет их отношения. Да, прямо скажем, они боятся бить таких людей, они боятся как-то над ними там издеваться, даже нахамить иной раз подумают, стоит ли, потому что они понимают, что на завтра это все, их поведение может оказаться в прессе. Несмотря на то, что некоторые взгляды, которые декларировал Микола, шли вразрез с общепризнанными анархическими, я все равно считаю, что мы должны его поддерживать до конца. И не только его, а всех тех белорусов и белорусок, которые страдают за нашу и вашу свободу в тюрьмах. До новых эфиров. Всем привет. И боритесь, не бойтесь. И у нас все получится. Не сомневайтесь в этом ни минуты.